блядь, а некоторые вообще дальше идут, говорит, блядь, Аиша в 9 лет выглядела как в 27 лет. Ну, всю эту хрень, ну, короче. Да-да-да, я это тоже слышал, это вообще ужас. А Да, физиологически? брат, они чтобы этот, блядь. Или они сразу, блядь, а в Торе, а в Библии, да как похуй, что в Торе, что в Библии. Мы говорим о твоих писаниях. Вот тебе на, блядь. Они этим уже раз, это, знаешь, как так, защитная реакция, типа, раз, а вот, и там это есть. И что значит? Ну, допустим, есть, а тебе что? Я говорю о твоих, да? Ты, блядь, за своим смотри. Мне тут недавно... Исхак тоже наш мусульманский пророк. Я не знаю, зачем они нагоняют на него. А это вообще, да, и плюс они не имеют права говорить, нет, эхо, вот так, что вот Тора искажена, там Библия искажена, потому что сам Аллах же в Коране говорит, что, блядь, оно там ничего не искажено в Торе. Правильно же? Нет, это есть же, по-моему, аят или... Да, там есть аят, Да, не искажена. В Торе тоже ведь вроде нет истории, чтобы на 9-летнюю девушку кто-то заладил. Я говорю, что сам Коран, сам Аллах говорит, что Тора не искажена, понимаешь? Сам Аллах в этом, в ебаном Коране, ну, короче, говорит, там что Тора... намекается, да. Да потому что он говорит, если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе истину, иди и спроси у тех, у кого было Писание до тебя. Уже было, да. Да. Этим он подтверждает, что Тора и Библия не искажена. Ну, а они, блядь, каждый второй это, блядь, оскорбляет, говорит, исказили и так далее. Хо Михаджан, кеннацвали гульши. Ну смотри, ждешь, и сам не ешь, и не даешь, а только дразнишь свои, да, с большой опасной высота. Кто помнит эту песню? если, конечно, Да, надо читать Коран и так их ебошить. не, смотри, Лей, я хочу сказать такую вещь, что в последнее время замечаю на стримах вот это резкое отношение со стороны исламистов, она спадает, я это вижу. А, спадает конкретно, конечно. Я просто... Все, блядь, видят, учатся, а потом это, уже все, видят, что мы правы, понимаешь? Я просто не думал, что ислама я недавно такое увидел, и он начал говорить. Но почему-то я последний раз просто зашел к нему на стрим, и меня кто-то оттуда блокнул после вопроса, который связан с исламом. Но почему, не знаю почему. Мне было очень удивительно, что именно стрим ислама меня удалили. Ну, неважно, это, видимо, кто-то, сделал там, который имеет право. Логи, вот этого ислама? А за что тебя удалили? Но я задал вопрос, был один там какой-то гость из Дагестана, я его спросил, я говорю, смотри, я тоже из Дагестана, я приехал оттуда, и скажи мне, пожалуйста, если ты топишь сейчас за ислам, какая информация у тебя есть? Вы приняли ислам с любовью или вам навязали эту веру? Он мне говорит, конечно, говорит, а ты, что ты хочешь сказать мне этим? И вот... Я не понял, почему это он сказал, понимаешь? И потом мне после этого раз и спустили. А кто это? Был стрим ислама. И мне было это очень удивительно, потому что... Да, там потому что от ислама уже политики заходят, там, знаешь, тема никуда уходит. Какого ислама был стрим? Это было на прошлой неделе, по-моему, если я не ошибаюсь. Вчера нет. Вот, по-моему, может быть, даже вчера, может быть. Смотри, на исламские стримы, когда поднимаешься и задаешь такие неприятные вопросы, они сразу тебе снимают. Вот, я вчера, этот долбоеб, что себя называет чеченцем, а он вообще, блядь, не чеченец, сидит. Я говорю ему, ты говорю, чеченец или мусульманин? Он говорит, а какая, типа, разница? Я говорю, ну, блядь, огромная. Забыл его имя, короче, один такой, блядь, бородатый, такой, беспонтовый. Это Ислам. Не знал, как его имя ебал. Привет, это я. Узнал меня? Ты что, разговариваем? Зачем, блядь, вмешиваешься тут, блядь? И что мы здесь, это играем? Кто кого, блядь, узнал? Это я, пророк Мухаммед. Да, я. Не узнали меня, я пророк Мухаммед. Это я, пророк Мухаммед, пришел сказать вам, что вы не правы.
Да? Привет, Да, Саша. блядь, ты говорил, ну Пошел как? нахуй пророк Мухаммед. Да, блядь. блядь, Андрюха, блядь, разговариваю сейчас, блядь, пиздец, ебаный рот, блядь. Залетают там. Пророк Мухаммад, а ты на самом деле взял в жены 9-летнюю Айшу? Да, было дело, брат, было. Так получилось, понравилось О, мне. бокс, поднимайся. Бокс будет сейчас в эфире. Если поднимете. Ислам, если вдруг я мешаю, скажи мне, я могу... Вот сразу видно, что не настоящий ты пророк. Тебе не Ладно, захотелось, не это мешай. сам Аллах Субхану ва Тааля тебе это сказал. Клянусь Аллахом, мне пророк это, мне сам Аллах это сказал. Клянусь Аллахом. Вот, теперь правильно. Ты это сам не Клянусь захотел, это Аллах падающей, сказал. клянусь падающей звездой. Я создал звезды, чтобы джинов ими Клянусь, истребать. клянусь утренней росой. Клянусь И стоящим тем, что светом. они движут. Клянусь Можно, стоящим можно я светом. тоже скажу? Можно, пожалуйста? Клянусь жопой Мухаммеда. Да нельзя, мы не матерились. Давай. Осуждаю. Я спушу тебя сейчас, Эти тупые предупреждение. приколы тоже оставляете. Че вы, блин, как дети реально. Я же аята зачитываю. Где Аллах Дайте это нам. клянется падающей звездой, утренней росой. Балбалай там. А эти тут сходу придумывают. Нельзя так. Кстати, насчет животных, там, Old Stars, ты сказал, типа, можно то, что нет, это на самом деле нельзя. Но просто за это Добрый вечер. нету сильного наказания, большого наказания нету. А так что, это за что? нельзя тоже. Что? За зоофилию. Я не А сказал, просто что... жесткого наказания Я не нет. сказал, что это можно. Я сказал, что он нашел, что типа, что там вроде бы как можно. То есть нет такого. Нет, Здорово, нету такого. малыш. Можно нету. Нет, можно нету. Есть то, что есть наказание за это, но оно не строгое, как практически выговор, типа вот. Мгм. Наказание есть. Я понял. Gagimardis Malik Can Gagimardis. Ну, если Коран читаешь, можешь баран гладить. Читай Коран и гладь баран написано. Так что баран гладить можно. Да, Ислам, хотя и нужно. один вопрос, может, не в тему. А ты хоть раз пробовал свинину? Бекон пробовал. А, только бекон? Да, вчера сухарики ел с беконом, вкусные были. Не, серьезно я говорю, вчера кушал с беконом сухарики. А вообще хочешь попробовать? Да, шашлык можно будет хороший, если армянин сделает. А так не доверяю каждому. Луки, привет. Чтобы ты не ел сам. Привет, Мне на Бали привет. гости приглашай, без проблем. Привет, Я тебя привет. зову. Глянешь там этот сообщение, ладно, ответишь потом. Да. Хорошо. Гляну. На самом деле, я рад, наставляют ребята там кавказцев наставляют на истинный путь их предков, а не вот этих вот бедуинов, которые решили, что они всем миром правят. Вот, поэтому как бы, я очень благодарен вам, ребята, что вы есть. А я тебя помню, ты позапрошлый эфир пытался все залезть на эфир. Я уже Упорно лез. Я уже по формату задал вопросы эти, которые хотел. Я очень доволен тем, что я получил. Не надо вот так вот в эфир лезть, там запись идет. У нас и так времени там мало, чтобы контент делать. Зачем вы лезете постоянно, еще пишут, там говоришь, нет, не понимают. Не, бра, я задал вопрос касаемо ислама, то есть я не задал какие-то левые вопросы. Дело не в том, что ты вопрос задаешь насчет ислама. Дело в том, что нам надо мусульман найти, с которыми надо разговаривать, а не с теми, кто там вопросы задает про ислам. И
так тяжело мусульман найти. Там попробуй ты посиди на эфире по несколько часов перед камерой. Думаешь, так легко, что ли? Не-не, я понимаю, что нелегко. И вас таких там много, которые лезут и лезут. Они просто энергию забирают все. Ну, это ты, ну, пойми, там люди тоже хотят пообщаться, свои вопросы задать, несмотря на то, что даже человек Да русскоязычный. он, Харма, целый день на эфирах, вот он целый день тиктоки на эфирах разных сидит. Можно же туда пойти, там, спросить все, что ты хочешь. Да я вот только сегодня увидел, что Фарман сидит, я ему вопрос, я очень доволен остался тем, как он ответил, потому что, ну, вопросы реально были не какие-то там кривые, знаешь, а нормальные, адекватные вопросы. И так как он ответил, я остался в восторге, это было очень приятно. Все отлично. И Ислам, скажи, ты слышишь, да? Ты с нами? Да, я тут. Скажи мне, пожалуйста, у меня такой вопрос один. Я очень много поднимался на стримы среди мусульман, и я спрашивал их, если на самом деле Аллах принимает народ Израиля как своего, и это написано в Коране. Есть такое? Они часто говорят, что такого нету. В смысле, как своего? Как избранный народ. Нет, не знаю, как избранный, нет? Нету, да? В Коране не написано об этом. Ну, больше проклятый народ, чем избранный. Ранее. Одну секундочку. Про евреев, да, говоришь? Да. Да? Нет, у меня вот здесь есть данные. Сура 5, аят 21. О мой народ. Это с Корана. Вступите на священную землю, которую Аллах предписал. Ну, это да, это приписали евреям землю, это есть, да. Ну, то есть в Коране указано, да, это я просто сравниваю. Нет, там больше 40 раз упоминается Израиль, евреи, там это есть. Хорошо, я чтобы знал просто, потому что я тоже только учусь, и иногда нужно просто своим оппонентам, мусульманам, надо противовес что-то предоставлять, а это очень сложно, когда ты не знаешь. Окей. О мой народ, это Муса говорит, типа. Муса сказал своему народу, о мой народ. Эхо, Да. это что за бред он несет, да, вот этот с греческим ником в чате? Да. Херню какую-то реально говорит. Выкинуть, что ли, его? О ком Ну, идет сейчас я ему написал, заканчивайте подсказки свои и следуй теме чата. Если продолжит, потом посмотрит, не знаю. Ислам, ты же чеченец, да, брат? Да. Скажи мне, пожалуйста, а как ты откуда сам вообще? Ну, из Чечни, сейчас во Франции. Во Франции. Я почему говорю, у тебя есть какая-то информация в Чечне, этот вопрос как обсуждается, не обсуждается, обращают на это внимание вот это мировым антиисламом? Как, повтори, пожалуйста. Плохая связь немножко, да? У меня тут тоже интересный вопрос назрел. У Ислама хотел спросить тоже. Интересно, как он ответит. Ислам тут, брат? Да, секунду, можно? Да, конечно. Le rouge et le bleu sont indisponibles. А что там задавать? Так, я тут, простите, пожалуйста, отвлекся, писали. Скажи такой вопрос. То, что вы сейчас как бы делаете, да, там весь вот этот контент и так далее, тот, что я поддерживаю, скажи, пожалуйста, на вас обращают внимание высокопоставленные люди?
Обращает, конечно, обращает. Кадырова, там все горит. Даже деньги выделяют. Очень, очень старается. Особое внимание дают. Ну, они, наверное, тоже следят за этими стримами. Ну вот, да. Деньги скинули сюда, чтобы нас отсекирить. Серьезно? Да, да. А как это возможно? 10 миллионов долларов. Маршрут, да. На формат это тоже распространяется? Ибрахим, Как? приветствую тебя, дорогой. Ибрахим, что-то с микрофоном плоховато слышно тебя, брат. Это у меня не важный микрофон, да? А, все, уже хорошо. Сейчас хорошо слышно. Меня слышно? Этот- Нет? Да, слышно. Все. Поприсутствую, послушаю ваши диалоги. Если вы не против. Ну, пока запросов нету. Даже вопрос. Ислам. Ага. Постоянно что-то пропадает связь. Может быть, вы вопрос зададите какой-нибудь? Ты мусульманин? Нет ответа. Да. Думает, принять его или нет. М. Как Да, коляска. они внизу сидят, не поднимаются, гавкают внизу сидят. Есть один, наверное, вопрос. Там вот этот случай, Локи, насчет того, когда пророк пришел к ансарам в мечеть, а они там водой подмывались, и он сказал: о, ничего себе, что вы делаете, типа, о вас говорят о том, что вы очень хорошо очищаетесь, и Аллах вас похвалил за ваше очищение. Они сказали там то, что мы все делали, что ты нам сказал, но у нас соседи иудеи были, и мы от них типа взяли подмываться водой. Это вот какой хадис? Я вот один Ну, там- хадис нашел, это Сунан ибн Маджа 355. Но там не говорится про иудеев. А вот какой хадис, где именно про иудеев говорится? Это сборники мне надо посмотреть. Ну там немножко На компьютере. Джибраил немножко опоздал, не успел не спослать аят о том, что можно водой делать вещи. Есть такой хадис? Есть такой хадис. Даже толкование какому-то аяту есть это. Ну да, это 9 сура, 108 аят, да. А вот какой хадис Вот. вот я не нашел. Там Ибн Только Касир, посмотри, там Ибн Касира. Смотрел, да, там он не приводит номера. Эльмир Кулиев не приводит. Ну, это текст, короче, там берешь, закидываешь, похожие все хадисы. У него муслима и Бухари разные бывает там смысл. Ну, тексты Там, разные да. бывают в основном. Там в Аль-Хакиме это есть, насколько я знаю. Потому что этот сборник Ибн Худейм, он не настолько как бы популярный же. Вот Мухтадрак Аль-Хаким хотя бы популярнее, и он там есть, да. Вот номер никак не найду. Ну ладно, посмотрю еще. Напомнишь мне потом, я тебе скажу. Ислам, не кашляй, ну что-то такое, ну там... Я вот таблетку у кондиционера сел, нет, я у кондиционера сел, короче, сразу у меня эта фигня начинается.
Ну, Так, кондиционер это нехорошая штука. старайся. О, блин, не, у меня аллергия от нее, поэтому у меня сухой кашель начинается, когда я прям у кондиционера сижу. Мужайся. Ислам, я хочу всех поблагодарить за эфир и сказать одну вещь, что у вас получится объяснить нашим младшим братьям, что Адам и Ева не имели ни национальности, ни вероисповедания. Кика, Мы спасибо, все, брат. и мы все братья и сестры. Желаю тебе хорошего эфира, чтобы тебя никогда не блокали, и наоборот у тебя получалось то, что ты начал. Всем ребятам большое Спасибо большое. Машаллах, За подарки тоже спасибо. машаллах. От души, брат. О, она вернулся. Приятный человек. Всем салам, кого не видел. Шалом, шалом. Это тот самый LA-13. Да, тот самый легенда. Никак не могу подтянуть сюда одного внимания. Вечно избегает. Скажи, не бойся, мы больно не сделаем. А я ему говорю, иди там он. А то мусульмане боятся нас. Тебе ребята, говорю, расскажут про свой ислам. Нет, ислам это истина, зараза, никак не хочет. Давай, брат, спасибо. Ислам истина. Самая истинная истина. Но я ему стал говорить: здорово, салам бубульгум. Хуба-буба. Привет. Ислам, ты как относишься к Привет. Ай, Полон, забей, вообще похеру, что будет дальше с миром. Каляки, ты как относишься? Хорошо, отношусь. Ева, как дела? Молодец. Нормально. Коляка наш брат. Он же недавно ислам принял, видел, шахаду читал. Да. И на поле. Да, истинный мусульманин. Да. Этот отрывок надо вырезать, и назвать «Русский принимает ислам от чеченцев». Есть этот нарезка везде там возле палестинского или это израильского флага, он там стоит, чаду произносит. Там вообще жестко, я там трещал. Каляка издевается прям, если честно, над исламом. Он там над Кораном издевается вообще люто. Здорово, газовик. Ладно, шутки шутками. Ну, для этого и написано было. Комментируем человечество, если такое будет. Если такое возможно. Спасибо, брат. И для этого же была написана эта книга, чтобы над ней издевались. Чтобы людям скучно не было. Методы Каляки, конечно, Вот осуждаю, хафиз но- поднял. Хафиз означает это тот, кто знает весь цирк наизусть. Давай, поднимайся, Хафиз. Весь цирк наизусть знаешь? Кстати, Да, Локи, да. помнишь там к тебе... Помнишь, к тебе таджик или узбек заходил, не помню, кто именно. Он говорил, я знаю не так много, но я призову своего брата Хафиза, и он тебе все расскажет. Я помню, это год назад почти. наверное, было. Да. Вот, обещал, до сих пор не привел это. Это его звали Коин его звали Коин. Вот, до сих пор не привел, короче, ни одного Хафиза. Вот тут внизу сидит, давай посмотрим, кто из нас Хафиз. А? Хафиз, поднимись, давай посмотрим. Ты даже на вторую суру не дотянешь. Вторая сура, первый аят. Мерило силами тут происходит на Да, исламском 10-ю уровне. суру, Ого. первую аят даже не сможешь прочитать. А хафизы, они как вообще? Они с первого аята, с первой суры, с первого аята идут и так вот до конца? Или они могут, например... Не, им говорить, зубриловка, сначала до конца. В разброску хера не смогут. Ну, например, вот Зубрилка. если скажешь вторую суру, 222 аят, например, прочитай, смогут или нет?
Нет, Да по-моему. не смогут, конечно. Не, они знаешь как, брат, они вот этот, зубревка, ну, вот как идет, да, короче, Я понял? понимаю, да. Значит, да, сначала до конца, нон-стоп, все, без точек запятой. А если ты скажешь, а ну, блядь, эту суру, это сказать, не, ну его нахуй, так уже не. Ну, это тоже, конечно, мощно знать это наизусть. Особенно Хоть и хорошо, на... хорошо зубрят дети, они сразу на лету, они очень быстро запоминают. Поэтому в основном, видишь, эти читатели, рано очень много детей есть, они, блядь, за месяц, за два вот это читают, и все, блядь, зубрят и начинают, короче. Ну да, кстати, да. Стоит им, Там, братуха, 2 дня, стоит им 2 дня не прочитать Коран, все, пиздец, забывается на. Хафиз еще должен правильно произношение. Элэй, можно вопрос, если, ну, как бы, ну, можно Давай, задать? пока я Хасе, поднимайся. Задавай, пожалуйста. Ты воздух, либо супервоздух, либо ты действительно так размышляешь и считаешь то, что, ну вот, ну, свои слова ты потребляешь своими какими-то... Формулируй, ну-ка, мысль, ёбаный рот, что ты, блядь, говоришь? Я говорю Вопрос, то, что ты... Вопрос какой в том, воздух, не то, воздух? что Причем ты... воздух, не воздух, блядь? О чем Подожди, ты? не перебивай, ну, дорогой, уважаемый. Ты, блядь, этот чел, который назвал себя анусом, блядь, и ты что-то мне хочешь сказать? Ну, допустим, и что? Это охуеть просто такой. Ну давай, анус, говори. Ну, что в этом такого, ну что? Ну говори, анус, давай. Смотри, все, анус, ладно, отпустим этот момент. Я хочу задать вопрос. Я смотрел твои эфиры там с Калякой, твои отдельные эфиры я смотрел. Ага. Вот это вот все. Лайкал? Было дело, не грешу. Но суть в том, то, что ну, твое восприятие вот происходящих моментов и касаемо религии, вот этих вот вещей, ты действительно вот этого придерживаешься, либо это такой, ну, скажем так, ну, типа того. Бил, нормально задай вопрос. Блядь, Чего это? Кто-то понял, Короче, кто-то смотри, понял вопрос. Я понял, что он имеет в виду, я понял. скажи, Но ну-ка. смотри, Эла 13, он же настолько типа сумасшедший, чтобы свою жизнь под риски какие-то ставить нет, ради того, чтобы хайпануться, да? Ты сам об этом вообще Ну, подумал? не в этом смысле, Эншо. Блядь, Но ты, суть блядь, в том, то, вопрос что- задай, никто не понял. Смотри, вот, смотри, блядь. смотри, брат, я понял, смотри, Вай, я сейчас объясню. Он Да имеет в виду... елки-палки, куда вы лезете? Блядь, Я- пускай он Ребята, сам, блядь, он пускай сам скажет, но только с анус. Нет, суть в том, то, что сформулируй. подожди, Элэй, я смотрел твои эфиры лично с тобой, которые ты вел, и которые там были с Калякой, там вот микрохайп, который был, вот это вот все. Действительно в том, то, что ты разбираешься ли ты в теме ислама конкретно, либо ты просто, ну, на волне подхватываешь вот этот хайп, грубо говоря. Вот и все. Вот, То есть, о чем я и сказал тебе. А вопрос в Он- чем? Ну ты Вопрос типа в чем? реально это все делаешь от сердца, или ты это чисто ради хайпа, хотя Да, это вот. вообще сумасшедший да, надо быть. да. Нет, реально из-за блядь, от сердца. Никакого Все, паха. услышал, без негатива, без там личных каких-то этих, просто разобраться. Не, ну ты прикинь, человек типа ради хайпа просто будет свою жизнь под риску подавать. Ну, да брось, риск это вообще жить, дышать. Смотри, был бы я, допустим, в России где-то, да? Ну, я вот так жестко не делал бы. Ну, кто знает, если бы у тебя за спиной стояли какие-то определенные люди, ну, кто знает. Нет, Не Россия получилось, нет. не получится никогда.
Здесь Ну, есть сразу такие, да, полетишь, есть. здесь сразу полетишь за оскорбление чувств верующих, и потом тебя еще в Грозный повезут, и там... По закону ты там не имеешь права, понимаешь? Тебе там этот... А здесь тебя закон защищает. Главное не призывать ни Мгм. к чему. Ну, Да. ладно, как бы, ЛА, я ничего, как бы, ничего не хочу сказать. Я сам в России живу и сам прекрасно понимаю, что я могу сказать, а что нет. Ну, трудно, да, я знаю. Если ты так видишь и ты так говоришь, у тебя есть определенный опыт, возможно, то, как бы, я ничего не могу сказать. Но я здесь, и я слушаю вас, и, как бы, я понимаю, где правда, где ложь, где здравый смысл и где логика. Поэтому, ребят, без негатива, прошу, пожалуйста. Но он... Я Да понятно, понятно. побуду здесь. Это знаешь, смотри, смотри, он... Работай, смотри, где, чтобы узнать тебе, где правда, ты должен проверять, блядь, информацию. Всю, понимаешь? Факт, Из этого, согласен, смотри, на слово верить согласен. кому-то этот, я считаю, как-то. Он просто, я так понимаю, не может это не рассматривать, потому что у него в крови, у него в роду как бы два народа, которых геноцидил, осуждаю, народ, который находится в исламе. А мне вот Да интересно, нет, нет, нет. откуда ислам? Экхо, ну, при всем уважении, но как бы ты немножко не прав. С чего вы вдруг? Не прав. В смысле, я про Элла говорю. Все, окей. Элай, ты тут? У меня к людям вообще никаких претензий нет. Все. К суфистам и к суфистам тем более. Кавказским, по крайней мере, суфистам. Элай, ты тут? Тут. Брат, если тебе завтра предложат дебаты, Закир Найк, пойдешь? Закир Наик, бля. Да, он никогда не примет. Пойду любое время, хоть сейчас, любое, 24 на Закир 7. Наик, ни хера, блядь, не знаю. Закир Наик говорит, что теорему Пифагора, блядь, я видел. придумал араб, блядь. И называет теорема Пифагора, это дебил. С ним как можно? Настолько тупой вопрос, это просто невероятный шок, по сути. Слышали же это, а? Да, я смотрел этот момент. Да. И там в итоге, знаешь же, кто этот вообще, в итоге, кто этот человек, араб? Он вообще даже, оказывается, не мусульманин, ну как, мусульманин, но он был, типа, этим, кафиром, типа, для Ибн Таймии, по крайней мере. Он был философом там каким-то, ботанидом, короче. Его даже не признают мусульманином, представляешь? Да они там придумывают фигню какую-то. Высшая степень абсурда получается. Удобно так жить, брат, понимаешь? Удобно. Выгодно. Да, выгодно, удобно. По факту удобно. Ислам ТВ, может быть, какой-нибудь тейк задашь? Может быть. Мусульмане нужно. Вот суннити, что вот, может, кто-то поднялся. Этот Мусуль, thank you. Это кто? Мусульманин-то? Не, добрый вечер, ребята. Этот линк, это мыслю, thank you. Я не мусульманин, я мыслю. А вообще я грузинский еврей, рожденный в Тбилиси, сейчас живу в Израиле. Вот это прям... Наверное, заходил же. Ягим Арджос. Аги Марджос, элей, гамарджобот, колас битебо. Да, калбатон. Тбილისელი ხარჯი გარ? კი, ბორიამ ქვია მე. ბორიამ ქვია თბილისში ვარ დაბადებული გაზრდილი. Я из Надиквара, брат.
Я Савлабара, братан. О, С детства в машаллах. Лабаре жил. Машаллах. Машаллах. Настроение. Я увела, как Нихуя выстрелит себе. кто-нибудь. Машаллах, машаллах. Да, во-первых, спасибо, что подняли меня в эфир. Я часто слушаю ваши кто дебаты. пришел тебя. И, в принципе, я, часто хотел подняться в дебаты с некоторыми там оппонентами, которые у вас появлялись. Сейчас довольно дружественная компания, я вижу. Так что пока познакомимся так, а потом уже по возможности буду присоединяться к эфиру уже, чтобы принять участие в дебатах. Там много... В плане вопросов каких-то. Да. Сейчас как бы компания Религию такая... знаешь, да, брат? Ну, Более или менее разбираюсь. Сам читал и Ветхий Завет, и Евангелие христианское тоже. А сам кто ты по вере? У тебя есть? Да, Иудей, Картули Ибраилева, База Зашвилева. Нет, это да, но веришь, короче, в Бога. Да, ты имеешь в виду Смотри, отношение к у меня религии. есть друг, он тоже еврей, но в Бога не верит. Как бы. Я понял, тебя нет. Но от А до Я все религии знает. Вот. Это меня спрашивают. Ты еще верующий, как бы, веришь в Бога. Я именно верю в Бога. В Торы, в Бога Торы, правильно? В Бога Торы, в единого Бога. Брат, все, я понял. Да. У меня, давай так скажем, знаешь, это слово Бог уже настолько затерли в эфирах, что у каждого свое понимание насчет Бога. Богу я отношусь... по Писаниям, именно. Вот, да, я понял. Да. Признаешь, как бы, все, что Конечно. В мыслях спасибо. Ты веришь в Бога по-православному, либо по-католически? Такой вопрос. Иудею, слушай, какой православный? Я по-другому отвечу. Я верю в Бога, у которого имен нету. И дополнительных названий ему не нужно. Я верю в единую основу, в единое состояние всей структуры мироздания. И все эти названия, которые так или иначе... То есть ты веришь в Бога, с которого ты со своей точки зрения воспринимаешь, я правильно понимаю? Нет. Соответственно, Писанием, давай я так тебе скажу, если ты спрашиваешь про Бога, то начиная с первого монотеистического Писания, то есть иудаизма, есть самое главное определение Бога, которое говорит, что Бог один и Бог един. Вот через эту формулировку я воспринимаю все мироздание, в котором мы существуем, начиная от муравьев и кончая звездами, единой структурой, которая из себя и представляет Бога. Вот, ты слишком жесткий в этом вопросе. Слишком близко к пантеизму, конечно. Ну ладно. Да, есть такое, да. Определять это можно разными учениями, но если более проще, разными терминами, но если более проще, давай скажем так. Я верю в Бога, который не где-то существует. Я понимаю, что Бог это все, что есть, и все, что существует только внутри самого Бога. Не как отдельная структура. Смотри. Очень похоже на пантеизм прям. Суть в том, что ты свое личное восприятие принимаешь как за истину. Вот такой, как бы, получается эффект, то, что ты говоришь. Я понял тебя. Ты упускаешь главный момент, который я только что определил. Через первое описание монотеистического Бога, то есть Ветхий Завет, в котором сам Бог описывает себя, что я есть Бог и нет ничего кроме меня. Если хочешь перейти в Евангелие, то Иисус говорит и формулирует это как я есть альфа и омега. Я без углубления вот этого всего. Какие-то кафирские разговоры начались. Давайте лучше Сунана Будал 4000. Правильно говори. Немножечко момент. Не подожди. Слишком никуда уходим. Вот. Мусульманин лучше место тебе будет тут. Сразу. Салам, Алексис. У него же грубее голос был сегодня. Что случилось с голосом?
Программу выключил, наверное. Программу выключил. Вот, добавил вот программу. Ты что там с братом делаешь? Скажи, что там делал? Он просто приезжал. А он безбородый, а у него борода есть? Подожди, а у него борода есть? Хаверза, а у него борода есть? Брат, наверное, у него маленький. борода будет. Ладно. А его можно. Да, ты знаешь, что нельзя, если у него бороды нет, то ты не можешь, короче, с ним находиться вообще. Это нельзя, это то же самое. Подожди, я Знаешь, сейчас что убегу. сказал? Режим полета сделаю и убегу. Подожди, нет, тебе сказал Мухаммад, сказал, с одной женщиной один шайтан, а с одним безбородым юношем десятки шайтанов. Алло. Да ладно, у Тебя него же брат, наверное, маленький. Десятки раз больше возбуждает тебя. Я ему безбородый говорю, мальчик. он маленький, этот не понимает. Ну, разницы нет. Безбородый, юные отроки в раю тоже будут, которые глаз твой будут радовать, без бород, без ничего. Чё не понимаю? Я тебе говорю, если у него бороды нет, то какая разница мне, кто он, что он? Понимаешь, я тебе о чем говорю? Ну, что? خطة وعشر دراعش نرده تجيبها صعبة وحير موضة صعارة كرش خطة وعشر دو عايزين alert Хай поведение, научись вести поведение себя تا нормально. عجائز alert قميل ده шо عاي حير واش بيخ Аллах Амел, да шват, сколько раз ты истерил? Хуй истерил. Шо духо истерит дешь? Истеришь ты, когда тебе аргумент приводит. Смотри, ты со своим, я тебе сейчас говорю, что ты со своим братом не можешь находиться отдельно. Пошел. Ты не можешь, если у него бороды нету. Аллах говорит, что с ним десятки шайтанов, Мухаммад говорит. А женщина только один. Он тебя десятки раз больше возбуждает, чем обычная женщина. والله ده عوش قرن وش وارد ده شو بوصل بس مو Ой, ты веришь, что ты же веришь, тебе же надо... Алло. السعدين طبعا Вот тебе 10 минут надо прометить. Блин, как тебя ТикТок любит, Не, а? Локи, это, наверное, немножко лишневато, потому что брат-то маленький. Да как не, бы. да какая разница, это же не я придумал. Это же у них написано. Ислам. Знаешь что? Смотри, когда отец пришел со своим сыном, когда мечеть ученому, я говорю, это резинки, يلا حاسدين حنان سويش хандас حقوق اللي هم حقوق الدنيا انت سيوقش. Шнейф ты, блин. Когда этот отец пошел со своим сыном, имам сказал, а кто это с тобой возбудился? И сказал, немедленно убери его. Тот сказал, это мой сын. Он сказал, люди подумают не так, больше не бери его с собой и не приводи его сюда, короче. Ибо с одним женщиной, один шайтан, а с мальчиком безбородым, короче, десятки шайтанов. Он его возбудил, короче, у него стало на него этого. Так что нельзя. Я думал, это постановление сделали, когда пророк встретился с персами безбородыми и отвернулся. Тузик ко мне. Тузик ко мне. Ой, молодец. Тузик молчать. Тузик голос. Тузик молчать. Тузик голос. Голос. Тузик хайнандер голос. Тузик голос. Голос. Маэстро, голос. Маэстро. Тузик молчать, сидеть. А вот в чем смысл? Вот вы вот сейчас вот его обматерите, он вас выкинет. Вот в чем смысл? Дрессирую его. Дрессирую, Тузик. Нет, давай вот Тузик. просто нормально. Молчать. С кафирским флагом. Да нет, я буду их учить. Я буду их дрессировать. Эчно, подожди, я дрессирую. Давай, Тузик, голос. Я читать научусь, долбоёб, бля. Вот, Тузик, сидеть, молчать. Тузик, голос. Тузик, голос, давай. Айнен астиер, голос. Айнанд уалер, голос. Айнанд уалер. Голос сказал тебе. Тузик. Видишь, не так истерит, видишь? Видишь, как я его дрессирую? Видишь, уже какой усмиренный стал, уже молчаливый такой. Видите, я тебя сейчас спасу, блин, на бутылку посажу. Айнан, хаин. Голос. Голос.
Молодец, Тузик. Еще голос. Давай, еще голос, Тузик. Голос. Ой, молодец. Ой, косточку тебе дам. Ой, молодец. Где ты это научился? Я даже такой в цирке не видел, чтобы так дрессировались. Я год джиннов дрессировал, потом понял, мусульман дрессировать интереснее, чем джиннов дрессировать, короче. Тузик молчать, Тузик молчать. Голос. Молодец, ой, молодец. Ой, Тузик, и тебя Будалак назову я. Будалаком будешь моим, личным. Локи, Сам, брат. Локи, где он? Номер надо его. Номер. Он в Европе, да? В Европе он? Да, в Италии находится, видимо. Дай ему номер свой Номер, итальянский. бля, что нахуй, бля, номер достать. Я когда, блядь, встретиться. Дай свой номер, пожалуйста. А? Да не, Вот 7 тоже в Италии находится как раз. 7 тоже как раз в Италии находится. Когда он не даст номер свой? А номер Никогда. один с телефон тоже. Он не хочет, он, видишь, номер давать. Тузик, чё ты тогда гавкаешь, а? Эх, Тузик, я как и ты был на цепи. Тузик, ебало завали. Тузик. Руслан пришел, брат. Я ему говорю это. Руслан, Тузик, Руслан, Тузик, ебало завали. Эх, Тузик. Как он издевается. Все, чувак, онлайн, Давай, гуляй, давай, свободен. Гуляй, Вася. Давай, Тузик, гуляй. Сейчас другого поднимем. Вот, давай, Тузик, ко мне. Голос, Тузик, голос. Номер кому дать? Голос. Давай, голос, Тузик, голос. Я номер могу дать. Кто там просил? Я Аллаха не кияхаю, голос. Я Аллаха Сэм опять... там номер просил, да? Я Аллаха Сэм? раком тут ставлю, Руслан. Я Аллаха раком ставлю, голос. Тузик, голос. Видишь? Сегодня заходил, как он истерил. Видите, как я его спокойно сделал? Я помню этот момент. Да я вашу Вот маму так ебал, вот. вы, Вот, блядь, голос. Ой, молодец, ебаный, мой Тузик сидит, голос. До Видите, этого вот. говорит, я не матерился. Сглазили, тут надо говорить. Ебаный, блядь. Тут надо говорить. Ласкать слишком нельзя, рано нельзя. Когда мусульмане дрессируете, Хуй сосать, слишком хуй рано ласкать нельзя. А то он забывает, сволочь. Голос. Руслан, вот в чем Голос. смысл? Вот ты обматеришь вот его. Да я найду вас, Он тебя выкинет. И что? О, голос, Это Тузик, какое-то голос. деяние Голос, добавляет? Тузик. ты где? Сэм ебаный, пидорас, блядь. Слышишь? Руслан, Кому ты ты где? номер просил, блядь, а? Вот ты что Я хочешь, не у чтобы тебя твоего просил, бога а ты тоже где оскорбили, находишься? да? Окей, ладно, давай. Этого Я в хочешь? Алмате нахожусь. Долбоёбы, блядь. Алмате, ну сиди в своем Алмате. Есть Твой номер кто-нибудь у вас вообще там? Я нахрен не в рот нужен. выебу, блядь, вас. Всех, Ты суки. что, посуни, как Мухаммад делал, как Мухаммаду, да? Так. Как Мухаммаду этот Нет, рот как давал, бить да, твою Джибрилич? маму, блядь. Я твою маму на спине кита катал. Гнида Да трогает хуй ты религии сюда, Балаган нации. какой-то начал. Гнилой ты Пидорас. человек, даже не человек, просто гнилой. Я с Алматы, да. Тузик, иди. Вот я Баран. тебе говорю, гнилой. Ты что хочешь, гнилой, чтобы твоего бога тоже оскорбили, да? Вот поэтому ты оскорбляешь других людей. Сейчас. Почему вот? Ты это хочешь, чтобы тебя отвечали? Мы не хотим спуститься на твой уровень. Мысль я тебя спущу, Не, Элай, я никогда поднимись. не буду спуститься на твой уровень. Если ты перед тобой стоял бы, это другое дело. Ты же перед... Как тебе сказать? Ты, блядь, да хуй его знает, где ты в какой-то яме, я пойму. Это другое. Ты лох обычный, черт. Понимаешь, черт. Лох Леопольд, обычный. стой, Ты можешь Леопольд, вот так вот как вот здесь поговорил, сидит, вот да? так оскорблять вот, через телефон. Подожди, Кто ты? После этого ты мужчина? Ислам, Юбка, подожди. Леопольд, Юбка, стой, услышь меня. Давайте жить дружно, да? Гнилые люди, вот ты кто. Вот, Подожди, Леопольд. Слышите, вот. Слышь меня? Это вы.
Это ваш. Леопольд, услышь меня. Автоответчик выключи, подожди, пожалуйста, Леопольд, автоответчик выключи, Когда вот пожалуйста. собака В чем гавкает, претензия? Все, а слушай, я могу сладко ей показать свой адрес, говорит, ты что, мужик, чтоб она ты замолчала. мужчина, ты Что можешь надо сделать? подъехать мне? Ты можешь подъехать Кто-то мне? один Я сейчас разговаривает, тебе покажу, я свой адрес. Сейчас, подожди. Не, Прометей, Есть у же Сейчас него... я своего, кто штаны носит? сейчас Есть я такие? своего тузика подниму. А, есть такие? Тузик ко Что мне. есть такие? Что есть Сейчас такие? тузик ко мне. А ты их тузик Кто мало, там? долбоёб. Или все юбку носит, да, было? Леопольд, Прометей, видишь, у него автоответчик Как просто вас включен, ебал, потом он юбку никого носили, да? не слышит. Видишь, он Сколько не вас убили? останавливается, он Один никого Гитлер не 6 слышит. миллионов убил, Тузик, да? голос. Вот, ваш Вот враг видишь? Гитлер. И Сейчас, немцы. подождите. Не ислам, а немцы ваш враг. Вы что нахуй боитесь, блядь? Это факты, нахуй. Он убил, нахуй. Это делал, да? Нахуй Он твой Аллах, сумасшедший, алло. сумасшедший, сам с Ебать, собой Алло, разговаривает. а то, нахуй твой Аллах, что ты, что с тобой? Гитлер Кто-то у него красавчик, чё? блядь. Сейчас в соответствующие органы Казахстана Ага, вот это вот Исантова, ага, заснимем, что ты сказал, А, и потом будет у тебя красавчик. Ты хуй сосать Верни будешь, мне. мразь ебаная, соответствует, стукач ебучий, блядь. Тузик, Херню не молчать. неси, какой красавчик, ты что Локи, несешь ханана вообще? кэк, блядь, пидорас ебаный. Ты вообще про Пидорас свои твой корни забыл, пророк. что ли? Ханана кэк, Пидорас сука, ты. твой Арабом пророк, стал? который обслуживал племя Альзут и Джибрилича. Пишки вы Что ты ебучие, несешь? блядь. Ты ебучий твой пророк Ай, был, как и хуица, вся ай, его умма. Вся его умма, как он ебучий. И ты в этом числе. я не понимаю, Что-то прям раздраконился он жестко. Сначала говорил, что он никого не материл, спокойно сидел, разговаривал. Сейчас через каждое слово матерится. Это вообще ужас какой. Что ты носки нюхал, наверное. понял этот, Локи, Леопольд зашел, тут что-то по факту тут что-то пишет. Зашел, нормально не хочет разговаривать, просто, знаешь, так тараторит. Я ему говорю, дай свой адрес. Он говорит, я напишу. До сих пор пишет адрес. До сих пор пишет адрес. Номер там, не номер. Этот Руслан тоже заходит, тупо балаболят. Вот просто, знаешь, они даже не вода. Давай, тузик ко мне. Тузик ко мне. Видно. Тузик ко Леопольд, мне. ты здесь? Леопольд, Поднимаю своего тузика. ты здесь? Ты послушай сюда, послушай. Запиши 8 Ты готов 700. свой адрес дать? Ты адрес свой готов дать? Казахстанский номер, Казахстан. Я казах. Я казах. Понимаете? Я понимаю, удачи тебе. Скажи, ты готов свой номер дать? Давай. Я диктую тебе. Если Мне ты в мужик, личку нахуй, напиши свой если номер. ты не позвонишь мне сейчас в данный момент, я тебе дам сейчас свой номер, если ты не позвонишь, ты баба, блядь. Давай, договорились? Это заебано, блядь. Его это самое, на Поймай него мотор. пришло предупреждение на 10 минут. Так. Тузик ко мне, поднимайся, мой барсик. Барсика подниму своего. Леопольд, ты адрес зачем даешь свой? Леопольда включите. Если ты не знал, вообще-то микрофон человек сам включает. Да нет, вы отключаете, как сам. Нет, ну если у него отключен микрофон, он сам включать. Только он может включать микрофон, если у него отключен. На словах Лев Да, Толстой, а каждый на деле сам лох себе. простой, да? На словах только, да, Лев, ёбаный. Да, на словах, Давай не, делом на словах покажи, Лев делом. Толстой, не, смотри, на словах Лев Толстой, а на покажите, деле Аллах дай. простой. А на деле Аллах простой, да. Адрес напишите. Ну, что за- Леопольд, слышишь, да, меня? Ты с Алматы? Да. Он хотел твою маму от Никея, хотя его выкинул. Сейчас, да. Напиши мой номер. Руслан хотел твою мать от Никея, хотя его Ты выкинул. на словах Лев Толстой, а на деле хуй простой. На деле Аллах простой, да, Аллах простой на деле. У меня хуй не простой, у меня хуй больше, чем у Мухаммада и Аллаха вместе взятых. У меня хуй больше, чем у Аллаха и Мухаммада вместе взятых. Когда Вендетта заходит, что ты, Оскорблять блядь, религии, нации, да? Вот, Я его он сейчас гнида. позову, Вендетта, я Понимаете, его он сейчас гнида, позову, ёб твою, блин, секунду. человек, он гнида. Кто трогает нас и религию, он гнида. Я клал на тебя и на твою религию.
Я на твоего Аллаха по губам провел ему, по губам. Ты видишь, похуй убали. Сейчас я его позову, подожди. Я же говорю, это Телеграм, блин, с обновлениями, это ТикТок гребаный, глючит стал. Уже, блин, какой раз он эту херню делает, блин, глючит он, не знаю, что с ним, блин, обновление просто сегодня. Поднимайтесь, кто там внизу. Ну, Тузик, давай. Поднимайся, нахуй. Леопольд, ты веришь, что ты находишься на спине кита? Алло. Нет, я верю, что ты в жопе мира, короче. Да почему у тебя, ваших мусульман, жопу, мопу, вы что, блин, взрослый человек? Ты, блядь, взрослый понимаешь? человек, ты можешь, сука, Я воняет, в когда земли, ты... нахуй. Воняет из твоего хлебоебка, когда целый день ты постишься, не пьешь, не кушаешь, не чистишь, ни хрена не делаешь, баран. У тебя, бля, вонючий, да, рот, ёб твою мать. Почему такой вонючий? Султан. Я понял. Чёрт, Ханан да иннел, Султан. Ханан ехал, кухол иннел, идон, чёрт. Кухол иннел, Ханан дон, чёрт. Через зад, Гнида, это вот такой. Гнилой человек. Даже не человек, просто гнилой. Гниешь ты, Да, ёб твою да, мать, я воняешь. знаю, что ты Понимаешь? гнилой, я твою мать-то на это губам Аллаху проходил. А по губам твоему Аллаху это не моя вина. Он сам напросился, чтобы знал меня. Локи, я клянусь, тебе петь надо, брат. Ты. Локи, привет. Привет. Привет, Ты привет. очень хорошо поешь. Деус, привет, Деус. Я ему хотел сказать, брат, думаю, ну я уже понял, что у меня жалоба там пришла, я ему, знаешь, что хотел сказать? Я желаю тебе удачи, разберись в своем исламе, 7 огурцов ему, как говорил Каляка, да? Вот. Позвони своему пророку. Запасись, нет, ему надо сказать, запасись стадо баран, потому что они понадобятся. Когда читаешь Коран, приходится гладить баран. А что едим, а что ебем, а то едим, понимаешь? Это просто вообще, я честно, я в шоке. Моему Да, шоку... да, это чисто по сунне, брат. Это чё? Это ахли сунни, ахли сули. приди, скажи мне. А у тебя опять, да, слетел этот ислам? Опять, да, слетел этот? Он в ТикТок сворачивается, ну, короче, закрывается, перезапускается. И он мне говорит возобновить эфир, я возобновляю. А уже никого нет. Люди все есть, а как бы зрители скидывают, ну, участников скидывают. Ага, Гостя. Сиди там 63-3-0, там, где там ты есть, сиди там и не рыпайся. А то я тебя сейчас плотно на бутылку посажу, на водку русскую и передам им, чтобы дальше тебя отшлифовали. Локи, что говорится в исламе про собаку? Мухаммад, короче, когда его собаки припугнули, обиделся, короче, приказал всех собак убить. Всех собак убили, потом на скот дикий, эти животные нападали, короче, дикие хищники нападали на скот.
на фермеров. И потом он сказал, поняв, что типа защиты нету, сказал, только черных собак убивайте, а остальных можете оставить, типа. Переобулся. Какой-то в натуре пророк Мухаммед бабалти чистый. Нет, один раз он прошел к людям, которые искусственное оплодотворение делают пальмовым этим деревьям, ну, пальмам, короче, ну, финиковым. Он сказал, если бы это не делали, это все равно росло бы, типа, Аллах и так вам этого дал бы. Те не стали этого делать тогда. Сказал, а пророк говорит, зачем нам заморачиваться. Спустя какое-то время проходит пророк рядом и говорит, а что у вас пальмы засохли такие? Засохли, ничего не выросло. Он сказал, а помнишь, ты нам говорил то-то и то-то? Он сказал, вы лучше знаете. Прикинь, а Мухаммад говорит, а вы лучше знаете дела вашего мирской жизни, короче. Прикинь, гордину. До этого он все знал, а тут нахрен послал жестко, короче, переобулся. Это в муслиме есть этот хадис. Неужели вот мусульмане не понимают этого? Неужели? Я не верю. Султан, я отвечаю, твоя мать отвечает за меня, что я могу, короче, у меня хорошая палка есть между ног, короче, которым я могу по губам пройти Аллаху. Маме своей спроси, иди, Султан. С ума сойти вообще. Раз ты просишь меня по губам твоей мамки, раз ты просишь меня. Бамбола. Хорошо? Маленький. Сам напросился, сидит внизу. Номер не скажешь, привет, брат, атеист. Номер не скажет, ни хрена не скажет, голос даже не скажет, имя не скажет, где находится город не скажет. Ничего, и они про мужество, про что-то. Тебе хоть, не знаю, там, это есть военный завод, отдай тебе, где оружие делают, атомную ракету. Ты все равно такой же, таким же очкошником останешься. Какая там разница? Ты что, думаешь, оружие тебе духу поднимет? Нет, ты такой же очкошник останешься, и все. Сейчас подойду, секунду. Вот тузик. Добрый вечер, мужики. Добрый вечер. Привет еще раз. Привет. Там по-грузински разговаривали, видишь, как бы я тоже поговорил с ребятами. Да, уже вышли они, брат. Тут у меня все взлетело, всех выкинули. Эфир у нас про ислам на русском. Ну да. Я же все слушаю. Вот сегодня... Вот тузика подниму сейчас. Как раз тузик есть. Ты тузика загоняешь. Тузик, голос. Тузик, молчать. Тузик, голос. Я твоей маме все это сделал. Я твоей маме ананасиким сделал. Кутаран сигин сделал. Атан батан сигин сделал. Кутаран сигин, атан батан сигин. Да, ананасиким бля, атан батан сигин. Кутаран сигин бля. Что ты думал? Вот, ребята, вы, конечно, по исламу судите. Это получается, что ислам хочет именно нас порезать, понимаешь? Понимаете, ребята, меня как грека говорил, я вот именно. Ну вот пусть этот муслим, который сейчас стал в Казахстане или кто, пусть он мне ответит, как вот того кафира, которого называют, почему он хочет меня убить, Бичу. Пусть ответит, дай его, пожалуйста, мне. Пусть как вот за ислам он отвечает, а я за свою православие отвечаю, за Иисуса Христа отвечаю. Пусть объяснит. Давай, тузик, поднимайся. Поднимется пусть этот казах или кто такой. Нет, это тузик мой, я его поднял. Тузик, голос. Алла тузик, Эладо гамото, бля. Элад, я с тобой поговорю не на ругань, как братишка чечен говорит.
Я с тобой поговорю на языке. Он не приписывай его к чеченцам, брат. Да упаси Боже. Нет. Он из Казахстана, араб. Не, я не приписывал, ты не понял, братух, я говорю. Ассаламу алейкум, Я не ака, буду қалайсыз, ругаться, как yaxshimisiz? братишка Мен чеченец. Toshkent. Да. Бекман, а. Я с ним культурно поговорю. Қалайсыз, yaxshimisiz? Қалаймын. Nima deysan? Bambola aka nima deysiz? Sen kimsen? Sen kimin maaşı Bali? Sen kimsen? Yok твою мать. Sen, men Tofikman, ha, Bakulikman. Tofik. Hala sen dinle beni. Sen Türkçe bile. Tofik'i tanırsan ha Baku'dan. Bakinski Tofikman, değil mi? Да ладно, бля. Казахстанский Тофик, да. А меня дед Хасан звать. Kardeş, sen neredensin? Ben bu düğünlerden Что происходит? Sen nerelisin? Да они на своем болтают. Kim sikti götündü? Я просто турецкий знаю, братуха, понимаешь? Тужик голос. Подождите, я еще одного тужика поднял. Тужик голос. Ханен рашу как раз чувел, короче. Сейчас подождите секунду. Тужик, спустись на минуту. Спустись на минуту. Короче, это Султанушка. Голос. Он что-то заболел, брат, походу, голос у него пропал. Гандон ебаный, ты же где, блядь, ты где гандон, блядь? Ты можешь... Истинный мусульманин. Я на троне Аллаха сижу. Черт, бля, при чем Я здесь на троне Аллаха сижу. На моей голени сидит. Я ж тебе сказал, где я сижу. На моей голени сидит Мухаммад и Айша. В чем проблема? Гандон, бля, не выключай микрофон, гандон ебаный. Это ты про Мухаммада сейчас? Нет, я не Мухаммад, я я ошибся. говорю. Я не говорю про твоего отца или мать, потому что они вообще не виноваты, что... Ну, я говорю про Мухаммада и про Аллаха. Они виноваты. Мухаммад педофил, шпилил 9-летнего ребенка. Ты черт, блядь, ты черт ебаный, я твой... Черт, алло, а ты урод, истинный ЛГБТшник, машаллах. Иди до Шлерман Трант или скажи, где ЛГБТшник, чистый ЛГБТ. Ты на улицу как выходишь, скажи да мне, вот интересно. Я сейчас на улице, я всегда на улице, по кайфу выхожу, я всегда 24/7. Ты ментовская сука с кнопкой ходишь, наверное. Алло, нет, сука, ты моя. Я тебя посуни сделаю униженной. Алло, баран, микрофон включи. Твой рот ебал, бля, понял, гандон. Ой, машаллах, бля, машаллах. Посуни, бисмилля говорил, когда делал, бисмилля говорил. Когда я буду тебе ебало ломать, вот тогда я скажу это. Бисмилля будешь говорить? Бля, мотогяться, али мы боржваться, да, али ногти. Бисмилля, посуни, чисто. Бля, какие радогдё, шумё, да, бля, ненците, дети, сите, хидамир, кихумятся. عندك قيمة بيلا سوناس حنانيو سووا شرايك حنان دايك حول أس حنان كيجا تاردي أشلاس بوشت إبن ليلو شون حنان دايك يا دحر إير بوشت إبن نقاس حنان هدوء وبرشاي نبرسيت صديق بوشت إبن تا حنان هدوء بوشت إبن باس حنان по 4 суре 24 аяту, короче, этот есть пирожочек твоей мамы покраснел. Гандон, швейцар, ниже унитаза, Ниже унитаза ты, я знаю, у тебя унитаза даже нету. Алло, баран, твой пророк даже один унитаз не сделал, один туалет не сделал. Ты что несешь, 3 камнями ходил, баран. Тем, чем он подтирался, у тебя в голове находится, я вижу. Больше мозгов нету. Эти 3 камня со своим же, этим же прям, блин, брат, тебя на 10 минут выкинули, не знаю, ты под раздачу попал. Со своими этими вонючими 3 камнями в голове, что ты тут бегаешь?
Да какой мужик? Алло, ты не мужик, ты гей. Ты же сам сказал, что ты любишь пидорас мужикам в рот конченый, давать. скажи. И когда во имя Аллаха ты говоришь, что ты во имя Аллаха бисмилля говоришь и мужиками в рот сосешь и даешь рот. Ты же это сам признал, что ты гей. А ты знаешь, у вас в Дагестане находится этот самый большой гей-клуб на Кавказе, на России? Ты знаешь, Ля? Как называется? Ты знаешь? У тебя в доме находится. Да, две есть. В Махачкале есть один, ты знаешь? Голубую лагуну знаешь? Твои дети Алло. такие. Не, Твои у тебя, дети Ля, такие, у тебя брат. все сюли такие. А, не. У тебя, не, у тебя мусульмане такие. Не, это Ты у вас, не чё, у меня. ты Не. чё? Ты же Чё сам ты признался, делаешь? что ты во имя Аллаха в рот даешь. Твой сын такой. Ты же сам говорил, что друг другу рот даете во имя Аллаха. Ты чё, Султан, вот давайте оскорбления уйдем. Вот в чем тебе главная претензия? Если какой из-за оскорбление, он не оскорблений... мужик, бля, ты чё Не, говоришь, братан? Султан, Ты надо рядом с ним Не мужик твой по-братски. отец, который... Не мужик Не, твой отец, Султан, который резинку вот не в чём надел тебе- ту ночь, когда что залез ты на увидел, твою что он мать. неправильно сказал? Какие у тебя вот претензии? Он что-то неправильно сказал, собрал или что? Почему вот так ты относишься? Эй, смотри, да, человек, если человек на такого же человека, как ты, на его мать покушается, говорит на мать, значит, он уже не человек, понял? Какая хорошо, разница, ладно, какой ты нации, Султан, я религии? согласен. А твой Аллах Я нахрен, а твой согласен, Аллах ладно, никто, мат- да? мат Вот не тогда мат, твой это Аллах всё. и Мухаммад... Смотри, тогда твой Аллах и Мухаммад ничто такое, вообще говно, ты понял? Потому что они посягаются на матерей, на моих предков, на весь мой род, на всю мою нацию и на все человечество. Черт, я тебе Понял? говорю, Черт твой Аллах, 98 сура, 6 аят, где Аллах, он говорит, что хорошо, твой всемогущий Аллах, 47 суре, 7 аяте, почему нахрен помощь просит? Всемогущий Аллаху, что нахрен помощь нужна оказалась, да? Что нахуй, дышка не хватило, да? Что он пиздоболил тогда, он всемогущий? Если он просит, помогите мне, и я вам тоже помогу. Это что такое? Алло, баран, ты открой, прочитай, он сказал. Блин, ты Адрес дай, я нахрен, что тебе он тебе покажу. это сказал? Адрес дай, я тебе покажу, адрес дай, бля, я тебе разъебу. Давай, сука. записываешь. Улица Пушкина, Да, дом Колотушкина. дом пидораза, как ты, бля, один таких. Не, дом Кааба. Это ты про Каабу сейчас сказал. Пошел нахуй, ты не мужик, понял, да, вот я. Не, мусульмане, я не мусульманин, чтобы нахуй Ты идти. не Это мужик. ты идешь. Султан, Нет, ты сам чем говорил, что отличается мусульмане сура нахуй от аята? садятся. Сура это Я, глава, Боже, а я. аят это стих. Тихо. Подождите, да, не отвечайте, дайте этому барану ответить. Блять, сам ливнул. Вот когда такие вопросы задают этим, дайте этим дебилам ответить, не вмешивайтесь, пускай показывают свою тупорылость. Ни А, ни Б не знаешь, хрен пойми, за что готовы умереть или там свою жизнь разрушить. Вот. Ну, просто элементарно, ничего не сделая даже, своими словами они себе, короче, уже приговор пишут, статьи, по 10 статей накручивают себе. А вообще Так, может... хананяц, хадаят, аяйтанил, так фасан. Аля, давай, Тузик, поднимайся. Тузик, ко мне, голос. Смотрите внимательно. Оригинальный чечен написан ник. И араб, прикинь. Вот, голос, машаллах. Видишь, мечеть, дверь открылась, голос, Тузик. Араб Голос, Ерофатки на аватарке, прикинь, и оригинальный Эхо, чечен. подожди, пожалуйста. Эчна, подожди, да? Адрес дай свой шлюхи. О, Тузик, ах ты мой Тузик. Лежат, Тузик. Да, голос. Пока дрессировал. Осуждаю, адрес дай свой Видишь? Ай, мой Тузик, мазафака, бля, Тузик, бля, голос. Подожди, вот зачем ты материшься, или вот ты же мусульманин, зачем ты материшься, зачем ты мать трогаешь чью-то? Ты кому Зачем это? трогаешь? Зачем трогаешь чью-то мать? Зачем ты Ты вообще кому? материшься? Ты кому? Если кому нужна про мать не дрессировка по мусульманам, обращайтесь ко мне, короче. Я дрессирую, короче, по скидке, короче. Если кому нужно, я это все буду выставлять, я тебе отвечаю. Я всех вас
ваших матерей в адрес Подожди, Дарьи. голос, ой, молодец. Я только Видишь, сказал, как защищает? матерей не трогал, Как и он защищает? начал материть. Да. Адрес Тайсон шлюхи. Адрес Подождите. Локи, это Мужчина, бомба. адрес Вот дай свой. это Куклачеву Мужчина, дали а тебе душка медаль, не короче. подсказывает адрес А ты отца. даже мусульман дрессируешь. Это вообще бомба, брат. Михаил, Это вообще с ума А, дайте сойти. мне Знаете, сказать. чего добился? Адрес Оригинал дайте чечен. свой. Оригинал чечен. Подожди. Чем Ай, мой отличается тузик. Хура от Аята? Смотри, Тузик, ко мне. Тузик, Оригинал поднимайся. чечен. Подожди, при чем Тузик, тут ай, моя мать? Тузик, Я да, тебя ой, вообще голос, не голос, трогал. голос. Аллах мой Тузик, Аллах мой Тузик. Мама твой тузик. Ну. Я по губам Аллаху, я по губам Аллаху. Хорошо? Осуждаю. По Иншаллах губам, тебя поймают. по губам Аллаху. Иншаллах, как только меня поймаешь, сейчас сразу, короче, Аллаху рот. Айнан кейк Как будет делать? Анандир, дуа, сасайнанда, айман вац. Не с вами, Анандир, дуа. Локи. Отцом цей, на, молоко, все. Да, я, говорит, гей, хочешь своим отцом, баран, мой отец, за тебя и чмо ебаное ты, из-за твоего отца, и за твою конченую мать жизнь отдал. Понял ты, шапляк? Я за тебя, сукин ты сын, жизнь отдал мой отец. И чтоб прошмандовка, проститутка твоя мать, конченая, чтоб она жила и тебя родила. Понял ты, сукин сын? Блин, я ему хотел вопрос задать. Сукин ты сын. Сучья ты отродья. Ублюдки вы. Я пришел, Сошинан моя Багдалон. мать. Я Я ему ничего Сошиненшин вроде не Багдалошин. делаю. Сошиненшин Багти Адеш Багденделануша. Смотрите. Те, кто вот меня так это говорят про моего отца и мать, и задешь, Аллах, и будь илан сам, Багдчут интейн, ухсо. Вот Локи, так я им Локи, брат, скажу. Локи, слышишь, Локи? Я не пойму, а при чем тут моя мать? Он сказал, здесь кто все сидите, всех мать, короче. Не нас, ты яркш, блин. Ублюдки. Моя мать, я его говорит тем, кто оскорбляет Брат, его. он малолетний, бессовестный, он не Да, я это говорю тем, кто конкретно мою мать и отца оскорбляет. Я не говорю ни этому, ни всем не говорю. Я говорю конкретно, кто поднимается вместо того, чтобы адекватно поговорить, обсудить тему, вопросы, аяты. Там маму, папу, я говорю лично им, я говорю конкретно ихних матерей, конкретно в их вере, ихнего Аллаха и Мухаммада, их вере конкретно этих людей, на спине, короче, не кяхал, короче, ихних мамок, вот и все. Потому что они заслуживают только этого. Потому что, во-первых, в исламе запрещено оскорблять отца, мать. Понимаешь, Кенчик, они наше лицо. Мусульмане, имеешь в виду. Почему они так себя подобрали? Ты до сих пор сидишь в эфире, ты ответишь за свои слова. Ты тронул мою мать, я тебе ничего не сделал такого. Понимаешь, я произошел просто сказал, я всех вашу мать, короче, понял? Я не понимаю, ты мусульманин, у тебя аватарка, вот ты мусульманин, держишь себя как. Мусульманин, веди себя, как дебил себя ведешь. Берешь, зашел, блядь, в эфир. Кенчик, ну как он может как мусульманин себя вести, когда мусульманин это и есть конченый дебил, который насилует... Да нет, про всех не говорите, да. Ну вот, Михаил, смотри, вот Атом нормально сидит. Я имею в виду не человека, а кто придерживается религии. Да, согласен, полностью согласен. Тот, кто познал эту религию, ее поддерживает, он просто чума, просто ходячая, натуральная чума, угроза для всего человечества. Этой земли и всему галактики. Угроза, клянусь. Араба могу поднять, араба с Ирака, Ахмада могу, доктора Ахмада. Он говорит, что это порнография, терроризм, все, что это есть в этом суннизме. Их надо сажать, говорит, их всех надо сажать, говорит. Он не мои слова, у меня записи на эфире, там профиль есть. Они сами лучше знают, понимаешь? Это все, что от них вышло, они знают лучше этом. Понимаешь? Они лучше знают. Почему от вас вы вините еврею, какую-то еврейку бедную, которая умерла, не знаю когда, что она Мухаммада убила, если это Айша убила. Я не ненавижу евреев, иудеев. Достоверный, смотри, достоверный хадис есть от самого этого, как сказать. Иван Кассира? От самого, сахих хадис есть, Бухари хадис. От самой Айши, что она отравила Мухаммада. Что вам надо еще?
Расскажи поподробнее, пожалуйста. Короче, когда Мухаммад болел, Айша его кормила, короче, как это там слово забыл дословно. Ну, какая-то практика была. Ну, она его с каким-то жидкостью поила. Мухаммад чувствовал себя хуже и хуже, отказался. Сказал, не давай мне больше это лечение, типа, ну, это лекарство. То, что ты делаешь, не делай больше. Она сказала, больной человек всегда отказывается от лекарства. И не послушала его, начала, ну, дальше травить, понимаешь? А Мухаммад сказал, от этого лечения, которого-то, пускай вот тот-то, тот-то почувствовал, и это такое же лечение, знаешь, как проклял другого человека. Локи, Я Локи, в шоке. Если подними, вы пожалуйста, этого, Жанкой, очень просится человек. Да. Кто это? Жанкой, не знаю, очень просится. Видимо, чеченец, потому что у него солярный символ чеберлоевский. Да. Вот самое обидное, они тут сюда заскакивают, но даже не знают, что такое сура и что такое аят. Да, я этот вопрос всегда задаю. Чем отличается сура от аята? Я слышу, как ты задаешь им вопрос, мне стыдно за них, просто они не могут суру от аята отличить. Да, есть такое. Клянусь, из-за таких людей даже не хочется сюда заходить и что-то там объяснять, пояснить, потому что такие люди вообще, ну, из-за таких людей невозможно дискуссии вести. Не, там без шансов. Там человек, вот он зомбированный, он не понимает, он считает, что ислам это истина, все. Маму готов продать за этот ислам, понимаешь? Ну, как бы там, он все. Атом вроде тоже мусульманин. Я мусульманин, да. Ты суфист, да? Да, я чеченец, суфист. Ну, ты понимаешь, смотря, тут же есть разница. Вот только что этот Локи, да, говорил, есть разница, большая разница. Где есть нормальные мусульмане, да, где есть ненормальные мусульмане, которые, там, условно, как он сказал, познали ислам, да, и знают, что там и так далее. Я считаю, что это такие мусульмане, которые А эти не даже, познали. я просто оскорбить не хочу даже. Для меня они не мусульмане. Вот. А атом для меня, потому что он не признает даже. Если я 3 аята приведу, если один примет, то 2 не примет. Понимаешь? Так это как бы так не работает. Для него он есть, чтобы для своего успокоения он может себя считать. Ну, я это знаю, зная всю религию, что он не мусульманин. Но как бы он не хотел, ну, не от него и не от меня. Может, мне захотелось, может, ему не от нас зависит это, понимаешь? От самого Аллаха и Писания. По этой Писании, по его словам и по словам Мухаммада, ни ты, ни я не можем быть мусульманами. Мы не являемся им 100%. Естественно, мы вообще мусульманин это просто мусульман, что значит? Человек, который уверовал в единого Бога. Полностью изучив, поняв слово, который принял, покорился, узнал полное слово, который покорился этому Богу конкретно, понимаешь, который изучив все, поняв, что там, что он говорит, а до этого просто сказать, я верю в него, не зная и не следуя его законам, ты не можешь как бы быть в его подчинении. А его, если подчинение ты не находишь, а ты не являешься его рабом. Вот и все. Есть муслим, му'мин и мухсин. На 3 стадии разделяются они. Последний ты как сказал? Мумин, я знаю, это верующий, а последний? Мухсин. Мухсин. Да, что-то слышал тоже, да. Я, кстати, знаешь, так, вспомнил интересный момент. Я как-то был в паблике одного чеченца, суфиста, он там чеченской культурой занимается, всякие посты делает. Но у него там свои тараканы в голове. Но в целом, как бы хорошо, что он хотя бы культурой интересуется. Но он суфист. И он такой, мем сделал. Есть же такой картинки «Одинокий рыцарь». Видел же, наверное, Атом? Одинокий рыцарь? Ну да, там «Одинокий рыцарь», там у реки, например, вот сидит такой грустный, там, ну такие вот картинки были. В цветах сидит по-разному. Да, «Одинокий рыцарь», короче. И мем он, сделал, типа, то самое чувство, когда ты единственный из своих друзей суфист.
Ну, честное слово, суфисты, сунниты, шииты, я даже не знаю, это очень странно. все это Шииты разделять. мужчины. Не, ну это там, знаешь, намек был в этом меме на то, что вот он суфист единственный, ну то есть молодежь, они же как он молодой, как бы чеченец молодой, Да, да. он типа суфист, но из его друзей вообще все как бы саляфиты и полусаляфиты, то есть ваххабиты типа. Вот это к этому был намек. Парни, Я сейчас даже не отойду, знаю. я сейчас отойду, отсоединюсь, скоро приду, Локи поднимешь, да, брат? Сейчас я подойду. Да, конечно, подниму. Клянусь, вот я всю жизнь живу. Спасибо я за сердечки, народ, кто это клуб, давайте, это кто не делал, это сердечки, это самое, там 1 копейка стоит. Клуб подтягивайте, чтобы это самое эфир продвигался. Атом, ты начинал что-то говорить. Да, я про что хочу сказать, то что вот, ну, просто ничего такого не вижу, чтобы я что-то должен был нарушать или что-то кого-то убивать, продавать. Просто живу мирной жизнью. Да, я мусульманин, молюсь, там, пост соблюдаю, но не знаю, чтобы там такого я делал, что потом меня ненавидел весь мир, я не знаю, не понимаю. Это люди такие сюда заходят, начинают материться на чеченском, тем более, когда именно чеченцы. В основном это дети все. Они заходят Кто матерятся. тебя ненавидит, Атом? Кто тебя ненавидит? Угадай. Ну я откуда его знаю? Я спрашиваю, блядь, поэтому. Я говорю, такой человек, который ненавидит каждого первого мусульманина. Я таких людей не понимаю. А кто здесь ненавидит? Люди это кто еще? Кто еще может быть? Люди это. Тут есть такие или нет? Тут в комментариях Слава есть, который любит что-то такое писать. Больше я таких не видел. Не, против мусульман, когда именно там что-то пишут, какую-то херню, это осуждаю, это вообще дебилизм полный. Не надо оскорблять людей, особенно то, что по религиозному признаку. Это вообще полный дебилизм. Это не приводит ни к чему хорошему. Да, я вот считаю, если человек какой-то ненормальный, не надо приписывать ему вот то, что он из-за религии такой-то такой. Человек сам такой ненормальный, может. Какая религия? Именно академический круг, ну, именно наука говорит, то, что первая монотеистическая религия – это зороастризм. Понял. А если именно религия, ну, не знаю, наверное, индуизм, наверное. Если именно религию брать. Есть индуизм, еще этот синтоизм есть у японцев. Аматыра, суни. Ну, это их родноверие, можно сказать. У японцев синтоизм – это их родноверие. Вот тем более у японцев у них очень развит синкретизм, то есть когда смешиваешь вообще все какие-то верования, религии в одно, и вообще никаких проблем нету. У японцев это вообще очень сильно развито. То есть он может быть по религии типа христианином даже, но при этом может пойти во время японского праздника, пойти там в рощу к японским богам помолиться, там
и так вот делают. У них проблем вообще с этим нет, у японцев. Да, у них буддизм, синтоизм, там, христианство, все у них смешано, у них толком нету того, чтобы они именно одного придерживались. Да, синкретизм у них очень выражен, да. Поэтому вот они, наверное, за свою культуру так вот и сохранили, потому что они не подстраивались. Пахтакор, про кого пишете? Кучка паразитов. Про участников, вот, про участников Про эфира. нас, что ли? Да, да. А он что, дурак, что ли, тут? Образованные, серьезные люди собрались тут. Вроде ничего сейчас не говорили, да, про плохое. Да ты чё, Просто это на обсуждать. удивление. Этот эфир войдет в историю. Это этот самый мировой эфир среди всех, которых я Вот, думал. вот, смотри, Максимус, видишь, о чем я говорил? Вот, видишь, пишет последнее сообщение. Так, сейчас. Вот, это вот я и говорил, то, что Адам, типа, первый пророк по исламу, поэтому ислам первая религия, типа. Ну, ислам — это вера в единобожие, это понятно. Это понятно, да. А я спросил, какая самая, в плане цифр древняя религия. Да, господи, Цатеш, единобожие у иудеев есть единобожие, у зороастризма есть единобожие. Эхнатон в Египте был фараон, там несколько тысяч лет до нашей эры, тоже единобожие сделал. Да, вот, к примеру, там, знаешь, у древних этих астролопитеков, которые в пещерные люди, они же по-любому верили в что-то там, в солнце или в что они верили. Австралопитеки, наверное, ни во что не верили. Это как человек появился где-то около 300 тысяч лет до нашей эры. Это 300 тысяч лет назад появился примерно первый человек. Ну, генетически, по крайней мере, так и есть. Y-хромосомный Адам, он появился примерно в это время. Но он был не единственным человеком, понятное дело, но просто его гены дошли до наших дней, и поэтому его считают генетически типа первым мужчиной. А так параллельно с ним как бы жили и другие люди. Ну, пока это по генетике именно, если мы не будем религию как бы примешивать. Кому он пророчил? Может, детям своим пророчил. Да, ну это вы религиозники, понятное дело, вы с этим будете спорить, но это генетика, вы генетику никак не оспорите. Я не знаю, там, кому он пророчил, не пророчил, но это генетика. Генетика говорит, что был вот такой мужик, к которому восходят все мужчины генетически. И он жил примерно 300 тысяч лет назад. Но он был не единственным. Просто его гены дошли до наших дней. А вы там как бы религиозники можете уже между собой разъяснить. Да, это извечная тема, ей конца края не будет. Только дай повод. Были, да, Адам, вот я о чем и говорю же, ну. Ну как, не сильно, типа, большое расстояние между вот этим Адамом Y-хромосомом и первыми людьми, не сильное расстояние. Просто это так получилось, что все люди, которые жили, они свои гены потеряли на протяжении вот этих всех тысячелетий. А у этого Y-хромосомного Адама, условного, у него просто гены передались дальше. Его потомки не погибали. И все люди типа восходят генетически к нему. Ну, мужчины. Все люди выросли как трава. Авель ходил, лысого гонял после того, как он отсекирил брата. Не, наоборот, наоборот. Это Каин убил Авеля. Да, Каин убил Авеля и ходил, лысого гонял, потому что не с кем было жумбериться, не тягаться. Вот, и мы там Библии, росли, там в Библии, на траве. Кстати, это рассказывается. В Библии, кстати, есть намек на то, что у Адама и Евы были еще дети, кроме Каина, Авеля и Сифа, и они были женского пола, потому что Каин женился на своей, естественно, сестре, ну, потому что больше людей же не было. Он женился на своей сестре и построил первый город. Если не ошибаюсь. Не помню название, но, короче, первый город. Этот, получается, ну это жестко, Бог, который любит инцест.
Как он мог Ну, это жениться знаешь, на как своей объясняют. сестре, если в то время не было института семьи, как там просто чпокал и все. Нет, там знаешь, как объясняют то, что на заре человечества, вот когда был Адам и Ева, там их дети и вот эти первые поколения, там типа генетика была у них идеальная, и поэтому типа инцест был разрешен. Они так вот могут это объяснить. Типа генетика была идеальная, там не было никаких вот этих поломок, всяких вот этих мутаций не было. А сейчас типа нельзя, в то время и не было вот это всё понятия накоплено. инцеста, мне кажется. Что? Ну, В то ну время, все равно мне же кажется, это не, понятия ну, не было не инцеста. даже без мутации, я же инцест, понимаешь? Ну, если по факту, то да, конечно. Вот я про это говорю, как там, даже безболезненно, без ничего там, хоть даже 100% гарантии, что все идеально будет, все равно это, блин, короче, блин, капец, короче. Блин, это же капец. Это не Ужас. фантазия, это наука. Я же говорю, вы религиозники можете сами там в своей как бы мифологии жить, но против науки зачем идти? Мы заблудшие, да. Мы заблудшие, поставь нас на истинный путь Аллаха во имя Маши, Аллы и Наташи. Аллах распрострал землю, как тот говорил наш брат Будалак. Надо же быть настолько тупым. Чувак говорит, Аллах распрострал землю. Распростер, он хотел сказать, говорит, распрострал землю. Сам мусульманин. Представляете картину? Это видео есть, блин, и это сублиминала этого чеченца парня. Тоже у него в профиле есть это. Нарезки закидывают часто. Говорит, Аллах распрострал землю, блин. Если бы это мы сказали бы, пытались бы нас убить за это слово. А тут, блин, сам мусульманин сидит, говорит, Аллах распрострал землю. Да знаешь, он на самом деле сам-то как-то странный мусульманин, вот этот чеченец в маске, который, да? Ты про него говоришь? Да, этого барана, да. Он уже хадисы не принимает, он говорит, вот все, Коран только Коран. Ну, если по Корану двигаемся, тут вообще охренеть можно. Там же вообще ответов нету. Вообще, блин. Так, он сказал, что Это 10 тысяч из-за лет назад этого пирамиды. придумана настолько бредовая книга, там, поэтому пришлось все эти хадисы писать. Без хадисов 90% ислама нету. Это же вообще, блин, бред полный. Как это? Что удобно принимаю, что неудобно не принимаю. Как так работает? Есть тут будулатки? Это слишком обиделись, да? Тузики, ко мне. Какие пирамиды 10 Сейчас тысяч соберутся. лет назад ты пишешь, блядь, если... Какие 10 тысяч раньше? Ой, Есть позже пирамида, они- 16 лет, тысячи давности есть пирамида. Да как такого не может столько времени, блядь? Может, почему не может? Он еще и столько простоят, а никаких проблем. Если люди не будут сейчас ракетами херачить, короче, по ним, то нормально. Точнее, мусульмане их, если не начнут разбивать. Их же эти строили, когда там эти... Бля, как их? Тутанхамон и вот это. Там же такая история была, когда Египет стал Я же не знаю арабским, просто. мусульманским, арабским, и там решили, короче, в один момент, что вот это вот надо все аннулировать, короче, потому что это все-таки там типа доисламское, все это противоречит религии Аллаха. Но потом им сказали, вы чё, блин, на этом зарабатывать можно, типа туризм будет, не надо ничего разрушать. И они, короче, так и оставили. А так они хотели это все разрушить. Как в Афганистане разрушили 2 статуи Будды. Если бы они это не разрушили, там бы паломничества были, они могли бы зарабатывать, хотя бы, типа, страна могла Я знаю экономику свою держать. Если они доиграются сейчас, я отвечаю, я шиитов разбужу,
они этих 3-4 осколочек, которых оставилось, эти осколки тоже, короче, в сортир пойдут. Лучше нахрен этим суннитам хлебоварку свою не открывать. Что за осколки? Что за осколки? Ну, это в дырке Аллаха, который в Каабе находится. Там история, Которые короче, они есть, держат. Макс. Шииты, короче, его отобрали у них этот камень, которым я там Каабе засунут. Ну, сейчас уже не камень, там маленькие осколки от этого камня. 4 маленьких осколочка. Реально очень маленьких. Они Там- когда его переносили, сломали его, потом он служил в туалете. Он у них в сортире стоял. Они ссали на него, срали. После эти молили. Они сказали, у нас осколочек осталось несколько, хотите, вот вам это отдадим. И все эти осколки они взяли, смолу засунули и в ту дырку, которая там есть, у них лежит Аллаха, вот туда на место поставили. Это, короче, был то ли 8, то ли 9 век, не помню. Короче, исмаилиты, то есть это одна из ветвей шиитов. Исмаилиты, и внутри этих исмаилитов была секта карматов. И они, короче, так как верили типа в шиитское течение, они хотели, чтобы побыстрее пришел уже Махди, то есть 12-й имам. Когда типа 12-й имам Махди придет по шиизму, то будет уже типа судный день, и все уже типа всех уже куда надо, туда поставят, там в рай, в ад, ну чтобы типа все закончилось. И они поэтому, короче, напали на Каабу, на Мекку напали, на суннитов, аннулировали, короче, там всех паломников, разрушили, короче, Каабу. Этот камень Асвад, он называется, вот этот камень, который из рая, типа, они его взяли, разбили. Там, если не ошибаюсь, было 8 осколков, или сколько-то, короче, было осколков. И они его, да, они 20 лет использовали не по назначению. И потом через 20 лет они только его отдали обратно, продали, типа, за выкуп. Но там уже было, как бы, вот эти осколки, то ли 3 осколка, то ли сколько-то, короче, было. А другие осколки потом османы забрали. Вот в этом, типа, суть. Короче. Шииты мужики в натуре. Но это исмаилиты, карматы именно. Это не... Я слушаю вас, ребята, хоть и христианин, нет, я в натуре очень внимательно слушаю. Потому что шииты и суннитов я тоже знаю. У меня есть шииты, тоже друзья, азербайджанцы, которые буквально в Грузии говорят, бичо, эти сунниты надоели, по-человечески думать не дают. Я поверьте, вот такие ребята. Он говорит, шииты нормально, более-менее адекватные по сравнению с суннитами. Они в натуре... У них аяты не такие, у них другие чуть-чуть аяты. Ну, как бы в основном то, что есть даже такое, он Ахмад признал, он в шоке был насчет маленьких детей, он ответ не нашел тоже. Он 2 аята есть, уже ответ не нашел. Он видишь, он такой человек, человек должен быть такой, есть такой, видишь, признает, да, есть, согласен. Ну, я ответ не могу найти. Надо поизучать туда-сюда. Не находит, он говорит, честно, я не смог найти. Вот так, знаешь, это уже по-мужски. А эти, ни хрена не знаю, бараны просто начинают, когда спорить, вообще, даже ни язык не знают, ни религию, ни хрена. Это же, я не знаю, их материть даже только остается. Ислам, извини, вот знаешь, вся вот эта беседа о исламе поворачивается все-таки на христианство. Народ, тапайте, делитесь эфиром. Да, и это все идет именно на нашу православную церковь, именно нас, греков. Мы здесь, Турция, вот должны тоже, здесь кипишок идет. И меня вот задело сильно, что вот так, короче, когда я с ними, с исламом знаюсь, и вот эти все новые разговоры про ислам, меня сильно ошарашило это. И думаю, значит так, получается, что все хотят порезать греков. Именно так получается, понимаешь? Та же наша Агия София, и глубоко я сам верующий, и читаю Библию, и Коран, слова Аллаху, скажу так, знаю, плюс-минус. Но то, что мы, греки, принимаем это так, вы в Грецию, дай Бог, приедьте в гости, я вас приму. И
Мы каждый день в телевизоре слышим, что делается у нас в Эгейском море и в Средиземном, и это все, что турки точат саблю. А мы говорим, давай идите, хоть нас мало. Хоть нас мало, ребята. Это же ислам на меня идет. Это что такое? И вот потому я хочу поговорить умно с каким-нибудь этим исламистом, который кричит, что ты кафара надо резать. Это он неверный, бичу. Он не от Аллаха и не от черта. Вот израильский халифат сидит, вот сидит мусульманин. Халифата дай, я ему объясню, нет, хоть выскажу этому ослу карабахскому, бля. Понимаете? Осуждаю. А? Осуждаю. Убивать меня хочет, потому что я христианин, верю в Иисус. Прикинь, что Да, за Господи, кто сюда заходит, они в жизни ни хадисы не открывали. Коран, может, открывали пару раз, и то на арабском прочитали, ничего не понимая. Что ты говоришь? Да. Они вообще ничего не знают. Они это ничего не знают, но готовы секирнуть бошку Локи. Да. Они ничего не знают, они ничего не принимают. Ни 9-летний возраст старший, ни 9-29 не принимают. Ничего не принимают. Когда это ему он рассказывает, да, он, конечно, я осуждаю, что он там грубовато говорит и жестковато, да, конечно, говорит. Это осуждаю. Но изначально они это ничего не принимают, но при этом они хотят его секирнуть. Это вот странно все равно. Не, они трусливые, я тебе скажу. Ребята, послушайте минуточку вот этого бамбола. Меня, пожалуйста. Я здесь в Греции, в Салониках, еще раз повторюсь, я каждый день вижу ислам здесь. Мы здесь с исламом воюем, греки, вот именно советской породы, мы понтийцы. Мы другой, мы эллинцы и понтийцы, как у вас. Ты поэтому турецкий знаешь, да? Да, Непе, да. Это вот это, ну а что делать? Мы правили-то культурой. Я, кстати, слышал такое предание, не знаю, правда или нет, то, что понтийским грекам сказали османы, или вы религию оставляете, или вы язык меняете. И вы типа религию выбрали, но язык поменяли, и поэтому вы типа на урумском теперь разговариваете. Сейчас я тебе, ты слышал, братуха, но я тебе конкретно скажу, как я чуть-чуть тоже дипломированный хулиган. Знаешь так, это 500, когда в 1500, потом уже путаюсь, сейчас быстро хочу сказать, когда византийцы взяли. Закрой микрофон, пожалуйста, очень сильно звук. У меня звук большой. Нет, у Джонхана, или как его там зовут. И после падения Второй раз он так сегодня уже. После падения Византийской империи мы попали в плен, и сколько там 200-300 лет были, но мы не поменяли. Мы даже среди них головой назло им, наши предки нам передавали, говорят, назло им на Майдане в Константинополе, в сегодняшнем Стамбуле, головой крест делали. Мы не сдали свою джиз и не продали. И до сих пор все мы считаем себя не предателями своей нации и своей веры, в которого мы выбрали Иисуса Христа. Все знающие знают про это, Бамбола, никаких проблем нету. Все знают, кто более-менее что-то разбирается и знает про это, то, что вы не предали веру, понятное дело, да. Я тебе говорил именно про это предание, то, что вам османы типа сказали, вот религия или язык. И вы типа язык мы сказали, мы лучше на турецком будем базарить с вами, веру оставим. Да, братуха, это так оно и есть. Это в натуре так. И столько лет мы были в плену, и у нас фамилии, и у нас обрезания нету. И мы никогда эти вещи не делали и никогда не сделаем. Я рад, что вот такие ребята, как вы, там есть. Я рад, что с вами сегодня просто познакомился. А потому что друзей чеченцев в Ингушетии имею и высшего ранга в натуре, который сегодня за меня постоит. И мыслит как горец, как его ДНК, блин. Вот это честь и совесть. Таких у меня друзей валом на Кавказе, братан. Я рад, что такие есть. И сегодня они меня встречают. Это все с чеченцев началось. С Бхармата. Да, браво, ребята. Я знаю, вы чеченцы, вы в натуре. Я не чеченец, я в натуре мужики. Нет, я грузин. Гамардио, картулар гелапараги, да, хвичам квят замало. Хвичам квя. Бердени var, მაგრამ ხუჩამ ქვია. სასიამოვნოა. მე სამი შვილი ვიყავი და мама ჩემი თქვა ერთსაც короче по-грузински назову и назвал меня Хвища.
Ладно, давай по-русски, Вот. а то здесь... Да, да. И вот так получается, что они хотят резать нас. Именно вот именно греков, вот так, понимаете, потому что церковь у нас держится, и Бога Иисуса мы не сдаем. А кто считает его право, еще раз повторяюсь, сыном или Богом, или пророком, в этом нету сути. Какой же ученый сказал, говорит, даже, говорит, если Иисуса и не было, говорит, благодарю евреев за то, что они про него так хорошо написали. Я подчеркиваю это тоже. И то, что как он мог на все вопросы отвечать по этой Библии, что написано, и как он может всех посадить на задницу, это много ума не надо, что он сын Божий или пророк. Как если религию не касаться, то как персонаж он, конечно, да, да, достоин конечно, уважения. Возьмем исторически. Даже извини, я чуть-чуть думаю, может, я с Руслан вами... написал в чате, во сколько Ребекке было 3 года. Это нигде не подтвержденная информация. Это у Аллаха надо спросить. Сделали это люди есть, по догадкам, конечно, что-то в там Талмуде, сопоставили. но- Она... Это есть Там в нету Талмуде, но точных датировок. если ты, например, мусульманин, зачем ты на пророка Исхака такое наговариваешь? Потому что Как он баран. обычно, неграмотный. Потому что как это очередной тупой. Мусульмане всегда так Не делают. сказано, Так что ей 3 года было. Локи, Они как сумасшедшие носятся с этой Ребеккой, да? Вот нечего им противопоставить вот своей Аише, да, и своему Мухаммеду PDF-файлу. И вот они носятся с этой Ребеккой На везде. на Вот. своей троюродной женился, кстати. 6-летний. Да, то есть вот нечего противопоставить. И вот они эту Ребекку везде прям вот. Ну, блин, реально, как будто мозг один на всех у них. Вот, не знаю, где-то там в Мекке около Каабы, там каменная какая-то жижа есть вот такая громадная, которая вот думает за всех за них. Ну, если в иудаизме даже это есть, это иудейское родноверие, они это не навязывают. Но ты-то навязываешь, понимаешь, Руслан? Да, браво. Да. Оскорбляют Иисуса Христа, который Да, для них же такой же пророк в религии. Смотри, братишка, вот то, что его оскорбляет Иисус, да, я просто удивляюсь. Вот в Коране, насколько я знаю от ребят моих, 5 раз про Мухаммеда сказано, а 25 раз про Иисус сказано. И я не понимаю, если про Иисус говорите вы хорошо, а потом... Да, это не тот самый персонаж. Они не знают свое же учение, они Коран не читают. Это нет, У них есть идея, но нету. Не знают они. Нет, подожди, нет, подожди. 25 раз в Коране говорится о Иисусе. Вообще меня слышно? Слышно. Алло, меня вообще слышно? Слышно, да. У них другой Иисус, у них не Иисус, у них Иса, который вознес Аллах на небеса, который не умер, а у вас распят Иисус. Это тут 2 разные человека, один и тот же не может быть распят и вознесся, понимаешь? Понимаешь, Кристина? Или не понимаешь? Один человек просто разошедшийся Это, кстати, в разные стороны. Луки, это, кстати, у Разошедшиеся шиитов как раз таки вот интерпретировали это по-разному. есть. Это от Джафара Сидыка передается. Короче, тафсир шиитский. Вот как раз вот эта история, как Иса во время того, когда пришли римляне его на распятие повести, и он спросил у своих учеников, кто пойдет за меня на распятие. И юноша из его учеников, там какой-то юноша безымянный, сказал, я пойду. Он там паузу выдержал и еще раз спросил, кто пойдет. И этот юноша опять говорит, я пойду. И, короче, все. Аллах, ну, по шиизму так, и по суннизму тоже. В тафсире Ибн Касира такое есть. То, что он ему облик Исы дал вот этому юноше, а самого Ису вознес. Это и в шиизме есть, и в суннизме как бы есть. Это от Джафара ас-Сидыка передается. Но это Да, потомок это Мухаммеда, как бы он авторитетен и в шиизме, тем более авторитетен и в суннизме. Понятное дело тоже. Вот, послушайте, пожалуйста. Сегодня Локи мне сказал то, что это шииты написали. Но я не знаю, вот у Айши была сестра старшая, Асма.
она была старше на 10 лет. И она умерла в возрасте 100 лет, в 73 году по хиджре. Значит, получается, вначале ей было в первом году по хиджре 27 лет, а Айше было 17 лет. Это не шииты написали, это, знаешь, Атом, есть два источника, они не слишком авторитетные, как бы, в суннизме. Это один источник про биографию сподвижников. Здравствуйте. Там вот это... Здравствуйте, да? Здравствуйте. И Здравствуйте. один из этих источников это биография сподвижников, Здравствуйте. и второй еще... Здравствуйте, у вас здравствуйте. Вы сказали здравствуйте. Здравствуйте. У нее связь, здравствуйте. у нее связь плохая. Отключите наверное. микрофон, пожалуйста. А то... Валайкум, здравствуйте. У нее Вот, связь вот. плохая, у нее одна, как это называется, русский забыл уже. Одна черточка, видишь, у нее плохая связь, видимо. Я вас приветствую, мои братья-мусульмане. Приветствую. Меня? Здорово, приветствую. Альхамдулилля, брат. Алло. Альхам-бу-бульгум, брат. Альхаму-бу-бульгум. Алло. Яблочко, Алло. яблочко, перезайдите лучше, у вас связи Алло. нету. А представляешь, это не только у нее, у меня тоже Слышно. прикинь, всё Сердечко, а залагало. не яблочко. То есть я сердечко. Ты красивое сердечко? Вот, слышите. Сердечко. Хорошо, Алло. хорошо. Подождите, сейчас расскажу мысль, доскажу. Нет, я Расскажите. страшно. Скажите, Ну как нет? Дайте ему Нет, рассказать. нет, да, я А доскажу. вы Коран читаете Да. тут или что? А у вас клуб по Корану тут? У вас клуб по Корану тут? Да, Секта. изучаю. Дети какие-то. А я сегодня утром Смотри, встала, короче, я там было... положила под подушку Коран, покрутилась 3 раза возле кровати, побегала 3... Твой передел. И пропал интернет. Сердечко, подождите, Побегала, пожалуйста. побегала Алло. 3, и пропал интернет. Посланник я Подождите, уже. пожалуйста. Балаган, Мне кажется, подождите, немножко несчастный. балаган, сердечко, подождите, пожалуйста. Там, короче, смотри, Атом, два источника есть, биография сподвижников. Алло, и еще алло. один. Ну, Ну, это слышали, издевательство слышали. какое-то. Микрофон Это включите. издевательство какое-то. Арбуз. Она не дает сказать. Арбуз. Включите микрофон ей, пожалуйста. Арбуз, привет. Арбуз. Короче, вот есть источники, да, два источника есть. Биография сподвижников один называется, второй, не помню, сейчас, если посмотрю, скажу. И там вот в этих источниках, да, сказано то, что Асме было там вот, из вычислений выходит, что ей было 27 лет, она была старше типа Аиши на 10 лет, и поэтому из этого выводят, вычисления делают, что якобы ей было 17 лет, когда она вышла замуж за пророка Мухаммеда, саллаху алейхи вассалям. Но эти источники, они, во-первых, стоят... Вот Коран есть, потом Сахих Бухари, Сахих Муслим, авторитетные сборники, Сахих Бухари, Сахих Муслим, и еще 4 сборника авторитетных. Потом идут тарихи, и потом вот идут только вот эти вот источники по типу биографий сподвижников. И представляешь, они вычисляют возраст Аиши на основании вот этого вот 400-го типа источника. Алло.